эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Дополнительную партию препарата против коронавируса направят в республику для ускорения темпов вакцинации. 6 крупных природных пожаров удалось локализовать на территории Намского и Нюрбинского районов Якутии. День оздоровительного бега и ходьбы отмечается сегодня в республике. 50 тысяч доз вакцины против коронавируса дополнительно направят в республику для ускорения темпов вакцинации. Текущую эпидобстановку глава республики Айсен Николаев обсудил с главными врачами поликлиник, больниц и медцентра Якутска. Он отметил, что наряду с ограничительными мерами и усилением контроля за их соблюдением основным фактором снижения эпидемиологической напряженности является массовая вакцинация населения. Также Айсен Николаев сообщил, что необходимый объем для вакцинации имеется. Помимо этого, в республику поступит 10 тысяч доз вакцины. По обращению главы Якутии в Федеральный оперативный штаб принято решение о направлении в регион еще одной партии вакцины в объеме 50 тысяч доз. Кроме того, направлена еще одна заявка на 100 тысяч доз вакцин от ковида. И с сегодняшнего дня начинается массовая вакцинация для жителей города Якутска и Мегино-Кангаласского улуса. Глава Якутии отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не улучшается, рост заболевших ковидом сохраняется. Айсен Николаев поручил увеличить количество прививочных бригад в Якутске и Мегино-Кангаласском улусе, которые будут работать в поликлиниках не только в будние, но и выходные дни с 8 часов утра до 20 часов вечера. Уважаемые жители города Якутска, нашего Сайсарского, автодорожного, Октябрьского округа, жители села Хатас, Табага, мы приглашаем вас на вакцинацию против коронавирусной инфекции. Она сегодня поступила в достаточном количестве. Наша городская больница номер 3 уже в течение месяца проводит акции выходного дня, где вы можете получить вакцину от коронавирусной инфекции по времени с 9 до 18 часов. На сегодняшний день наша больница привила порядка 25% населения, которым требуется вакцинация. Поэтому мы еще приглашаем вас, сохраните свое здоровье и своих близких. У нас развернуто около 16 вакцинальных пунктов, самый большой из которых расположен по адресу Кальвица 3. Все население города Якутска, не только прикрепленное население, но и других жителей города, приезжих, сулусов приглашаем вакцинироваться. У нас на одном этаже создано 3 кабинета, поэтому очередей не будет. Вы заполните свои анкеты, принесете свои паспорта, полиса, СНИЛСы, все сделаете, мы все организованно получим вакцину и также организованно получим вторую вакцину. Также у нас работают пункты в Тулагино, в Кангаласах и в Жатае. С понедельника эти пункты будут работать и в субботу тоже. Обычно мы в пригородных поселках по субботам не работали, теперь мы там работать будем. Поэтому работающее население, пожалуйста, активно записывайтесь и приходите в субботу на вакцинацию. Еще раз я приглашаю, особенно приглашаю жителей Жатая, Кангалас и Тулагино. А сейчас наш корреспондент Алексей Лукьяненко находится в городской больнице номер 3. Он готов рассказать нам, как там проходит вакцинация. Алексей, приветствую, передаю тебе слово. Здравствуй, Кристина. Ну вот сейчас мы находимся в Якутской городской больнице номер 3, в прививочном кабинете. Сегодня, можно сказать, все утро мы с оператором посвятили время тому, чтобы посмотреть, как проходит вакцинация на сегодняшний день у нас в Якутске. Мы были в 4 поликлиниках, и можно сказать, что народу очень много, несмотря на то, что сегодня выходные, и в связи с новым указом главы республики сейчас, как мы знаем, мы прививку можем поставить в будний день, и нам будет предоставлено 2 выходных дня, то есть вовремя прививки и то есть на следующий день после вакцинации. Вот рядом с нами сейчас находится Анна Ильинична, это заместитель главного врача Республиканской больницы номер 3. Здравствуйте, Анна Ильинична. Ну расскажите, как у вас в больнице проходит вакцинация на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас привито всего 9488 населения. Это не только население, которое прикреплено Якутская городская больница номер 3. На сегодня мы прививаем все население города, республики без прикрепления к определенной поликлинике.
только чтобы были документы. Ну, документы – это паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Вот расскажите, какие вакцины на сегодняшний день чаще всего ставят вот молодые люди и люди постарше? Для массовой вакцинации населения для нас сегодня предоставлены два вида вакцин. Это гамковид-вак или спутник и эпивак корона. Но по статистике в основном идет гамковид-вак. А вот расскажите, мы можем посмотреть, как вакцины, то есть хранятся, в каких условиях, если можно это сделать сейчас? Вакцины у нас, на сегодня у нас развернуто 6 вакцинальных пунктов. То есть все они оснащены в соответствии с порядками и стандартами оснащения. Все вакцины они хранятся в определенном температурном режиме, вот в морозильных камерах. Ну, на сегодня я могу показать только вот одну морозильную камеру. Ну, вот в таком порядке у нас хранятся. То есть, как мы видим, все упаковано. Супер. А в целом, скажите, по статистике примерно, скажем, за последнюю неделю вот, или в день, сколько у вас вакцинируется? Наверное, вы все знаете, да, что мы уже не первую неделю проводим акции выходного дня. И вот, допустим, за вчера у нас вакцинировано 386 человек только по первому этапу и 29 человек по второму этапу. То есть пропускная способность у нас на сегодня пунктов, прививочных пунктов где-то 500 человек в день. Но если сейчас будет уже массовое поступление вакцин, мы еще развернемся. Спасибо, Анна Ильинична. Также, Кристин, хотелось бы добавить то, что сегодня как раз-таки вот присоединяюсь к Анне Ильиничне, о чем она сказала. То есть сегодня примерно почитали мы статистику в разных поликлиниках, и получается так, то, что в целом в день в каждой поликлинике вакцинируется где-то от 100 до 140-150 человек. И это еще не считая с выездными бригадами. То есть с выездными бригадами гораздо больше, то есть порядка 200 человек в день. Поэтому обязательно, если вы считаете нужным, вакцинируйтесь, соблюдайте все правила эпидемиологии и не болейте. На этом у меня все, Кристина. Будем держать вас в курсе событий. Спасибо. Спасибо. А я еще раз напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Тем временем 106 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. Так, в Якутске 65 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 21, в Нерюнгринском и Кобяйском районах по 4 инфицированных, в Усть-Алданском районе 3, в Ленском, Намском и Чурапчинском районах по 2 случая заболевания и по 1 в Алданском, Вилюйском и Горном районах. Всего в республику поступило 136 084 дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 120 829 человек, в том числе 30 858 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили 100 010 человек, в том числе 24 172 человека старше 60 лет. Использовано 88,9% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Переходим к другим темам. 6 крупных лесных пожаров локализовали в 2 районах Якутии. За сутки их количество увеличилось на 8 очагов на общей площади почти 174 гектара. Локализованы пожары на общей площади 216 гектаров в Нюрбинском и Намском районах. Особый противопожарный режим действует на территории Аймиконского, Татинского, Тампонского и Нюрбинского районов. На территории республики действует 22 природных пожара на территории Верхневилюйского, Горного, Намского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Сунтарского, Татинского, Усть-Майского, Хангаласского районов и близ Якутска. Общая площадь, пройденная огнем с момента обнаружения, составляет 378 гектаров. Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит 2 участками на территории Ленского, Алекминского и Хангаласского районов. Нижняя кромка основного ледохода наблюдается у населенного пункта Мача. Уровень воды 714 сантиметров. А верхняя кромка у села Мурья. Уровень воды ниже рейки. Протяженность ледохода составляет 176 километров. Нижняя кромка второго участка ледохода на реке Лени наблюдается у села Кытыл-Дюра. Уровень воды ниже рейки.
реки, а верхняя кромка второго участка ледохода наблюдается у населенного пункта Хатынг-Тумул. Уровень воды ниже реки. У Алекминска уровень воды составляет 484 сантиметра, при критическом в 1350 сантиметров. Протяженность ледохода составляет 168 километров. В ближайшие сутки двое ожидаются подвижки на участке Покровска и Якутска. Ледоход на реке Лени в устьевой части реки Алдан будет проходить 19-21 мая. Уровень воды на гидропосту Амга на 8 часов утра составил 915 сантиметров. За 4 часа без изменений. Подъем за сутки 19 сантиметров. На территории Амгинского улуса ожидается дальнейший подъем уровня воды. На участке 41-47 километра автодороги Амга-Аннёс с 13 мая запрещено передвижение транспортных средств в связи с повышением уровня воды и затоплением участка дороги. Кроме того, на региональной дороге Битюн на участке 79-80 километра также затоплена часть дорожного полотна и мостовой переход. Проезд автотранспортных средств затруднен. Прогулка по Якутску 17-18 века. Музей Ярославского презентовал необычный аудиогид, рассказывающий об истории старинного города. Работает он на известной платформе Easy Travel, скачав которую любой желающий сможет прогуляться по старинным столичным улочкам. Чтобы запустить аудиогид, нужно прийти на территорию музея Ярославского. Именно с этой точки, слушая гида и следуя карте, вы познакомитесь с малоизвестной историей раннего Якутска. Прогулка займет 1,5 часа. Это 9 локаций от музея вдоль проспекта Ленина и до Залога. Рассказ ведется от первого лица служилого якутского острога Андрея Новгородова. Вымышленного персонажа озвучил актер Русского театра имени Пушкина Иван Мишагин. Мы как раз старались передать выговор жителя Якутска того времени, потому что в основном в 17-18 веке это были выходцы с русского севера, там из Великого Устюга, из-под Новгорода, и у них такой своеобразный говор был. Мы попытались это тоже воссоздать. Вообще аудиогид, он как бы по территории старинного Якутска, но на современных улицах получается. Как я сказал, ничего от старого города не осталось, но границы города известны того времени. Они проходили примерно от площади Орджоникидзе и территории нашего музея до современного Заложного района. С севера на юг слушатель так город старинный пересекает и слушает, что там было и как люди жили. Сегодня в республике отмечается День оздоровительного бега и ходьбы, который был установлен в 1999 году по инициативе первого президента Михаила Николаева. С этим днем якутян поздравил глава региона Айсен Николаев. Отрадно наблюдать, как с каждым годом у нас в республике растет число людей, которые стремятся внести в свою повседневную жизнь посильную активность. И, конечно, скандинавская ходьба становится массовым видом спорта среди якутян. Укрепление и сохранение здоровья напрямую касаются каждого человека, особенно сегодня, когда мы все переживаем сложный период пандемии, боремся с опасной болезнью, отметил Айсен Николаев. А какую пользу приносят занятия ходьбой, расскажут наши коллеги из Мирного. Они встретились с опытными ходоками. Девочки, давно уже здесь сидите, да? Ой, какие это пришла, конечно. А мы разговариваем, мы тебя ждем. Ничего себе, пойдемте походим, а маленечко давай. Пойдем, мы тебя ждем. Давай, пошли. Вместо тросточки-палки за спиной рюкзак. Мирнинские пенсионеры не первый год занимаются скандинавской ходьбой. Анна Дармидонтова – одна из первых, кто освоила технику оздоровительной прогулки. Специально училась у тренера, как правильно дышать и ходить. Сегодня в день она делает более 10 тысяч шагов. Привыкаешь, когда один день если пропускаешь, потом очень трудно станется. Особенно у меня колено болит, поэтому мне надо ходить обязательно. Городской парк – излюбленное место для скандинавских ходоков. Парковые дорожки позволяют пройти нужные километры. Здесь и воздух чище, говорят мирнинцы. Заодно можно покормить птиц и белочек. Прямо вот так вот насыпешь, и они выбегают, и прямо с рук это само брали. Я даже фотографировала их. Скандинавская ходьба с палками массово практикуется во всех странах. Научные исследования показали положительное воздействие упражнений на людей преклонного возраста. К примеру, в Германии такой вид физической активности обязателен при восстановлении после травм и операций.
В период пандемии скандинавская ходьба стала чуть ли не единственным развлечением для мирнинских пенсионеров. Год назад ветераны могли посещать танцевальные мастер-классы, заниматься фитнесом и танцевать под гармонь. В Мирном действовал проект «Еще не вечер». Спортивные инструкторы и хореографы культурно-спортивного комплекса «Алроса» занимались с пенсионерами. Сегодня пожилые люди соблюдают меры предосторожности и избегают людных мест. Иногда встречаемся здесь, в парке, скандинавском ходим. Ну, не всегда там кто собирается, но, может, по одному, по две, но стараемся все равно ходить. Это очень... Даже, вы знаете, вот с палками намного легче ходить, чем вот так вот без палок. Движение «Жизнь», говорят мирнинские пенсионеры. Занятия на свежем воздухе будут проходить круглый год. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Мокрый снег выпал в ряде районов республики. Это в Оленёкском районе и на севере Мирнинского. Также в Ленском, Мирнинском, Жиганском, Нюрбинском, Сунтарском, Алекминском районах сегодня возможен порывистый ветер до 15-20 метров в секунду, а в Оленёкском до 22 метров в секунду. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.